Свейки, друзья, всех приветствую на канале. Этот видеоролик вы смотрите днем позже, но снимала я его 11 марта, так как в Литве 11 марта праздник, День восстановления независимости. И я хочу поздравить всех своих подписчиков с этим праздником. И, конечно же, я отправилась праздновать и немножко засняла вам кадров с праздника и хочу вам их показать. 11 марта – особая дата для Литвы. В этот день, в 1990 году, страна сделала исторический шаг и первая из республик СССР объявила о восстановлении своей независимости. Этот день напоминает о смелости людей, которые не побоялись изменить ход истории, о стремлении народа жить в независимой стране и самостоятельно определять свое будущее. 11 марта – это не только государственный праздник, но и символ единства, силы и надежды для всей Литвы. Sveiki susirinkę! Šiandien sveikinu Jūs ne tik sugrįžusių pavasariu, bet ir su gražiausia mūsų laisvės švente – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šiandien matyti Jūs laimingus, besišypsančius, o svarbiausia – laisvus. Ačiū Jums visiems už galimybę švęsti kartu. Ką tik nuskambėjo laisvės varpo dūžiai. O dabar susikaupkime ir iš visos širdies, su didžiulė meile savo šaliai, kartu sugiedokime Lietuvos Respublikos himną. Rikiuoti, ramiai. Lietuvos Respublikos himną ginklu gerbt. Lietuva tėvynė mūsų, turi vyrų žemę, iš praeities tavo sūnus, kas stiprybės semia.
laisva. Prieš daugelį metų mūsų seneliai ir proseneliai negalėjo patys spręsti, kaip gyventi savo šalyje. Tačiau jie niekada nenustodavo tikėti Lietuvą, nes meilė jai buvo stipresnė už visus sunkumus. 1990 m. kovo 11 d. Lietuva buvo vėl paskelbta nepriklausoma valstybe. Aš esu tik vaikas, bet suprantu, kad laisvė yra labai brangi. Laisvė tai galimybė kalbėti savo kalbą, mokytis, svajoti ir augti savo šalyje. Laisvė tai mūsų vėliava, mūsų himnas ir mūsų žmonės. Didžiuojuosi, kad esu su Lietuve. Didžiuojuosi tais drąsiais žmonėmis, kurie kovoja už mūsų ateitį. Tegul Lietuva visada būna laisva, stipri ir vieninga, o mes visi saugokime ir mylėkime savo tėvynę. На площади собралось огромное количество людей. Также хочу сказать, что в Литве в государственные праздники проезд на общественном транспорте бесплатный и парковки по всему городу тоже бесплатные. Из-за того, что огромное количество людей всегда собираются на праздники, конечно же, просят людей приезжать не на автомобилях, а на автобусах. Друзья, я уже ушла с площади, послушала концерт, там так много сегодня народу, а я пришла в парк погулять, здесь недалеко от Акрополиса. И вот здесь вот река, посмотрите, рядышком еще немножко снега, а больше снега уже нет. В Литве уже настоящая весна пришла. На улице сегодня плюс 15, светит солнце и прекрасная погода. Я думаю, что все уже в этом году заждались весны, потому что зима была очень холодной. Напишите в комментариях, как вы пережили зиму. Посмотрите, я вижу на байдарках, или как называются вот эти лодочки, я точно не знаю. Катаются люди уже. Сегодня праздничный выходной день, и все люди вышли гулять. Особенно там, в старом городе, на площади, где был концерт. Там много народу, вы видели сами кадры. А я после концерта решила прогуляться, потому что день очень теплый. Я надеюсь, что весна пришла и уже больше не уйдет, уже не будет больше снега и холодной погоды, потому что очень было тяжело пережить эту зиму. Этой зимой температура доходила даже до минус 30 в некоторых регионах Литвы. И вообще были такие экстремальные условия, то ледяные дожди, где все машины покрывались просто коркой льда, то просто очень много снега и тяжело было ехать. Ну а теперь погода наладилась и становится очень тепло. Покажу вам вид с моста на реку. Посмотрите, вокруг еще немножко снега есть, но он очень быстро уже растает. И с этой стороны тоже покажу. Вот такие вот виды. Друзья, на этом у меня все. Еще раз поздравляю вас с Днем восстановления независимости. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки. Обязательно напишите комментарии. А я с вами не прощаюсь. Мы скоро снова увидимся. Всем всего хорошего. Висогяру и Ким.